Всем здравствуйте, классные гости Заман и Айгерим. Вы хотите организовать форум очень крутой, масштабный. Я хочу, чтобы он был не такой, как у всех. И мы вам предлагаем. Какие чеки я могу зарабатывать, если стану ивентером? Плюс $30. К нам однажды приезжал еще Шакира. Офигеть, что я сделал. У нас же в Бишкеке не так много, куда можно пойти. А все в инсте молчат. А какой самый маленький проект вы делали? Freedom Valley фестиваль, 5000 плюс человек. Из-за вот сильного ветра конструкция крыши сцены сломалась. Полчаса остается до начала мероприятия. У всех паника, не знаем, что делать. Всем здравствуйте! С вами я, Айджан Сахарок, и мои классные гости Заман и Айгерим. Да, представьтесь, пожалуйста. Всем привет, всем здравствуйте. Надеюсь, классный день вы сегодня проводите. Меня зовут Айгерим Казыбаева, Заман Турсунбеков. Мы представляем агентство креативных событий Neo Agency. Мы занимаемся организацией разных мероприятий, разного масштаба, разного формата. А расскажите, пожалуйста, там топ-5 самых масштабных своих проектов, чтобы людям было понятнее. Наше агентство на самом деле очень молодое, но мы буквально 2 года назад, получается, открылись. Но буквально за 2 года мы успели провести очень много мероприятий. Если брать именно наши мероприятия, которые мы организовывали с агентством нашим, с нашей командой, то это самое громкое и самое масштабное — это Freedom Valley фестиваль. Наверное, вы слышали. Мгм. Фестиваль музыки. В гольф-клубе 2 раза проводили. В первый год, получается, у нас были 4000 плюс человек. Второй год уже 5000 плюс человек, получается. Это организаторы к вам обращаются, и Да, вы к это нам все обращаются организовываете. авторы проекта, и мы полностью под ключ организовывали этот фестиваль 2 раза. Мгм. Вот. Это самый такой масштабный. Потом мы делали конференции, Инсталогия. история Ой, и история. погружение. Да, это тоже очень такие масштабные. В городе у нас были конференции для блогеров, то есть те, кто работает вот в этой сфере, да. Мгм. Вот также у нас есть, наверное, многие знают, модные показы, шоурум «Модный дом». Вот мы проводили первый раз то есть они каждый год проводят. И вот в прошлом году последний один из таких масштабных было в Аутса. На Лужайке мы проводили модный показ. Вот. И в этом году, в мае, опять планируем Это вы новый. сами, да, все делали? К Обалдеть. нам обращаются, получается, Ага. и мы занимаемся организацией. Ну, это именно. как происходит, я дополню. Вот, например, вы хотите организовать форум, вы говорите: Айгерим, Заман, я хочу форум, очень крутой, очень масштабный. Я хочу, чтобы он был не такой, как у всех. И мы такие: Айджан, хорошо, мы вас услышали, и мы вам предлагаем площадку, мы вам предлагаем программу, да, мы вам предлагаем, как все должно выглядеть, какая сцена должна быть, какое там должно быть оформление. И все вам показываем, вы говорите: классно, работаем, и мы дальше уже все это реализовываем. Интересно, я так предполагаю, что наша целевая аудитория, которая смотрит, это люди, которые либо хотят пойти в ивенты, да, либо те, которые любят там ивенты, там у кого свадьбы, я не знаю что. Ну, компании, Компании да, какие-то, может сотрудники быть. или там маркетинг, HR-отделы, да. В основном мы работаем с маркетинг-отделом разных больших крупных компаний. Ага. И вот они заказывают нам мероприятия. Ну, то есть в целом ивент — это же часть маркетинга, ивент-маркетинг. Мы продвигаем новые продукты, новые услуги Мгм. или делаем тимбилдинги, корпоративы для всех сотрудников. А расскажите о какой-нибудь интересной такой, о таком ивенте, который оставил у вас вау, офигеть, что я сделал. М, Сделал. Ну, у меня в практике, когда я работал в другой компании раньше, мы организовывали одну очень большую свадьбу, где было много гостей. Из них большинство были в основном государственные чиновники, там премьер-министр даже был, там приезжали очень много зарубежных артистов, да. И вот
в моей голове именно эта свадьба очень такая запоминающаяся, потому что там было очень много звезд зарубежных. И гостей тоже. Ну, было Так удивительно. кого приглашали, да? Вот так вот мы смотрим, и это же закрытые вечеринки, да? Мгм. Мгм. И кажется, что, блин, такая страна, никто к нам не этот. А кто приезжал вот так вот по заказу личному? Ну, у нас много приезжает, и сейчас как такового прям закрытого нет. Все А вот равно кто-то снимает обязательно, на следующий день об этом узнает либо эта сфера, либо все, да? Вот к нам приезжает. Ну, очень много российских к гостей. примеру, вот такие вот классные имена. К примеру, ну, у нас неудивительно, то есть российская эстрада, они часто приезжают, а студио, там, МОД, Кто? Мод? МОД, Ну, это студио. студия Ну, сейчас они еще со своими Кайрат концертами Нуртас. тоже. Вот, да. Роза Рымбаева, там группа Блю, недавно они концерт здесь проводили, раньше они на свадьбу И сразу их... приезжали. на свадьбу На они еще. свадьбу, да, Вот приезжали. Но зарубежные, именно на да? моей практике не было, но говорят, что к нам однажды приезжала еще Шакира. Да, Шакира. ну я так слышал. М. Но обычно это все не публикуется. А все в Да. инсте молчат. И даже они тоже. Ага. Хорошо. А в чем особенность вот так, чем отличается организация вечеринок, ну как вечеринок, вот этих фестов? Мгм. Мгм. Вот в чем особенность, да, Концертов, концертов, фестивалей, да? да, Мгм. от каких-то обычных мероприятий, типа свадьба, не знаю. Ну, свадьбы. Мы именно по свадьбам не специализируемся. Ага. Мы в основном занимаемся крупными масштабными форумами, конференциями и фестивалями, да, концертами Мгм. также. И также ивенты для брендов. А у нас на рынке очень много коллег, Мгм. которые очень крутые специалисты, профессионалы, которые занимаются только свадьбами. Отличие, наверное, в том, что свадьба это более такое, знаете, личное. То есть Мгм. там принимают участие в разработке только молодожены, либо их родители. И это происходит такой в узком кругу зачастую, да, там зовут гостей много, но это все Оно все понятное, да, да, наверное, да. да? Ну, то есть и там еще такое. Они реализовывают свои личные какие-то идеи. И для них это такой особенный Мгм. день, да, очень важный. Вот. А мероприятия, которые масштабные, конференции, концерты, фестивали, это больше про цели. Ну, то есть Про цели. про цели, да, оттуда какой-то выхлоп обязательно должен быть. К примеру, там, если какая-то компания проводит большую презентацию или интеграцию, да, в каком-то большом ивенте, значит, у них есть свои определенные цели, там, охваты поднять или презентовать свой новый бренд, или там запустить какую-то новую продукцию. Вот, в Вот, этом и к примеру, отличается. как фест, да, он Мгм. назывался? Freedom Valley. Freedom Valley. Freedom. Мгм. Ага. А он был в гольф-клубе. Гольф-клуб. Какая у них цель была? Это, получается, идея одного человека, то есть автор Тимур его зовут. Вот он мечтал, он был таким мечтателем, и он очень хотел, чтобы вот в Кыргызстане тоже был такой большой музыкальный фестиваль, как, к примеру, за рубежом, там, Coachella или ну, такие разные музыкальные фестивали, и он захотел это провести. И пришел к нам, ну, то есть он собрал команду, в том числе и нас тоже нашел, организаторов, и говорит, вот у меня большая мечта, и я хочу организовать у нас в Кыргызстане такой форум, чтобы люди гуляли на улице, чтобы это было большой open air формат, чтобы люди под открытым небом танцевали, чтобы диджеи играли, и классная атмосфера была музыкальная. И там вот цель как раз-таки мы организовали мечту этого человека, и, соответственно, он хотел еще на этом как бы построить определенный статус, бренд, Ну, это и, продукт. да, продукт, чтобы в дальнейшем этот проект был устойчивый, и он мог зарабатывать на этом. Что, по вашему мнению, Джеред Ман? Джаред Ман– Кто это, это да? человек, ну, вообще, вот мы недавно только обсуждали, в нашем мире, в наше время, мне кажется, очень круто, но в то же время очень сложно что-то создавать, что-то придумывать, там, создавать рабочие места, создавать какой-то уникальный продукт, да, ну, к примеру, если даже брать там какие-то
вот форумы, конференции и так далее, авторы этих продуктов, они создают это вот с идеей. Ну, то есть это и есть Ратман, когда ты создаешь свой какой-то уникальный продукт или обеспечиваешь там огромное количество людей именно работой, именно вот Мгм. креативный бизнес. То есть тебе не нужно делать там огромное производство, да, или тебе не нужно что-то перепродавать, там, коммерцией заниматься или еще что-то. То, что у тебя есть в голове, ты из этого делаешь продукт и это монетизируешь, это продаешь. Мгм. Мне кажется, вот тоже быть джаратманом — это создавать именно какую-то ценность. Да. То есть это идея, это креатив, и это обязательно какая-то ценность для людей. Мгм. Это должно приносить либо людям эмоции, либо должно решать какую-то их боль. И мне кажется, вот это именно про созидание. Когда ты, например, что-то брать или перепродавать — это одно, а вот создавать изначально что-то С нуля. с нуля или тот же продукт сделать его совершенно другим, трансформировать — это уже созидание. Мне Мгм. кажется, вот это и есть джаратманство. А Джаратман. какой ваш вклад, как джаратманов, в креативные это, да? индустрии. У нас много в целом мероприятий проводятся, и наша задача, чтобы вот вы пришли к нам, и люди запомнили именно то, что вы это сделали, чтобы это было красиво, чтобы это было эстетично, чтобы это было со вкусом. И вот это как раз-таки Качественно. качественно, да, и это все про креатив, и это тот вклад, который мы со своей стороны даем нашим заказчикам, они от этого там своим условно клиентам, да, и так дальше идет. А какой самый маленький проект каких-нибудь компаний вы делали? Маленький проект. Маленькие. Ну, Ох, сейчас будет да, сложно вспомнить. по-разному. Иногда, вот я до этого рассказывал, мы берем, мы делаем все. Ну, то есть к нам иногда обращаются даже за там, каким-то маленьким, либо мы делаем только мерч или печатную продукцию, либо только одну фотозону ставим, да. Иногда бывает вот там, открытие какой-то маленькой студии, открытие какого-то маленького офиса, да. Ну, то Мгм. есть сложно сейчас вот прям маленький-маленький, но такие часто бывают. Мгм. А какой самый большой был заказ? Вот где полностью организация там стоила там, плюс столько-то тысяч долларов? Ну, в нашей практике самый дорогой проект м, плюс 30 тысяч долларов. Плюс 30 тысяч, да? $30, да, это было корпоративное мероприятие внутри Не компании. фридум. Нет, Нет, это корпоративные мероприятия были, не можем рассказать. да. Да. Там было типа сколько? 100 человек? Нет, это 500-600. 500-600. 500-600. Да. Он, получается, был больше по вкладу, А, чем Freedom? Freedom, там бюджет тоже большой был, но именно наша часть, там, получается же, бывает так, что мы иногда полностью берем, да, а там, получается, за именно артистов, за шоу-программу отвечали сами организаторы, Ага. авторы, а мы занимались именно организацией площадки Именно там, полностью, где да. вложили больше Именно положить наша места. часть, да, наша часть, получается, там по бюджету было меньше. Расскажите, самый сложный, наверное, заказ вот в чем был? Мы вот сегодня обсуждали, ехали, пытались вспомнить, где у нас были сложности, Ага. чтобы вам тоже интересную историю рассказать. И вспомнили, вот опять же, будем сегодня много говорить, видимо, про Freedom. Это был достаточно такой сложный заказ и по логистике, и потому что там по масштабу 5000 плюс человек. Это всех этих людей, смотреть, да, чтобы все было хорошо, со всеми все было хорошо, чтобы артисты вовремя приехали. И вот там был такой казус, что это же на открытой площадке был гольф-клуб, май месяц, да, в мае, и все хорошо, все сцены построили. Вот только начнем, артисты есть, все хорошо, и начинается просто страшный ветер, ужасающий ветер. Мне кажется, там Заман пострел резко на, не знаю, лет 5. И ты расскажешь, что Да, там у произошло? нас, получается, самые сложные мероприятия это, то есть всегда по-разному, везде есть свои сложности, но большой страх любого организатора это мероприятие под открытым небом, потому что ты никак не можешь повлиять на погодные условия, да, особенно если это ветер, дождь, снег, там мы где только не работали на разных условиях работали. Вот в прошлом году во время Фридома у нас перед началом, когда уже Буквально за люди, полчаса где-то. участники, да, уже все на месте, музыка играет, у всех
праздничное, классное настроение, и вдруг ветер сильный, очень сильный ветер был, вот такой вот один раз, да, вот прошелся, и у нас из-за того, что оркестр выступал, у нас сцена была как комната большая, то есть парусность была большая, и из-за вот сильного ветра конструкция крыши сцены сломалась, получается. И это до начала, ну, там полчаса остается до начала мероприятия, у всех паника, не знаем, что делать. Но что хорошо, никто, ну, то есть из участников, да, многие не заметили, Но потому что участникам было хорошо, они тусовались, они слушали ходили, музыку. гуляли, кушали, там Организаторы классно там было, а мы там были в восторге, бегали, пытались как-то решить эту проблему. Благо у нас из звукового оборудования не пострадало, мы быстренько организовали другую сцену маленькую для диджея. Он пока отвлекал, мы решили вопрос со сценой, то есть спустили весь оркестр на землю, потом подключили свет LED-экраны и поставили там подпорки, чтобы крыша еще хуже не стала, да, и продолжили наш фестиваль. То есть в такие моменты вот ты думаешь, какой выход? То есть, ну, вообще нет, да, безвыходное такое положение, но всегда есть выход, всегда есть, всегда можно как-то решить эти проблемы. Мгм. Но потом многие, оказывается, после фестиваля сказали, мы даже не заметили, что там произошло. А мы думали, оркестр там и должен был Да, выступать. они Участники, да. не на сцене, а вот на На земле земле они выступали перед выступали. сценой. Вот. В основном, В теплой одежде. в основном, получается, организаторы только видят все косяки, Да? Да, конечно. И а заказчики гостям тоже. всегда абсолютно Ну, нормально. это тоже зависит от уровня организации. Иногда бывает, что наоборот, если плохая организация, плохая логистика, плохой сервис, то участники, гости тоже это замечают, они тоже жалуются, они тоже обязательно говорят про это. Вот какие чеки там я могу зарабатывать, если стану ивентером? Я бы не пошел работать в найм, получая зарплату там 1000 или 1500 долларов в месяц. За 2 пошел бы? Ну, тоже нет. За 3? Подумал, наверное. Опять? Да, у нас, Просто видите, здесь не то чтобы деньги, да, а здесь все равно вот я уже давно понял, что это моя сфера. Автономность еще, да, Да. какая-то? Ну, то есть у тебя нету вот точного графика. Я, к примеру, не офисный сотрудник. Я обожаю каждый день по несколько встречам ходить, посмотреть несколько локаций, изучать, создавать, творить, там, рисовать, придумывать, да. И это доставляет мне очень большое Ну, удовольствие. здесь еще, мне кажется, От нужно этого тоже проговорить, да, зависит, что да. ты же сказал, это я бы не пошел работать за Мгм. 2000, чтобы сейчас начинающие молодые Да, ребята да, 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 посмотрели да. такие, о, оказывается, если я сейчас пойду в ивенты, сразу начну много зарабатывать. Надо понимать, что это тоже приходит с опытом. Это не так, что там человек пришел и там через полгода начал очень круто зарабатывать. Как и в IT, да, там люди думают, что в IT сразу идешь и зарабатываешь большие деньги. Нет, так же в нашей сфере. Это да, с опытом, со временем. Да. Как вы видите вообще свою перспективу развития? Мгм. То есть, или, грубо говоря, да, вот какой-нибудь ивентер, а как он бы мог дальше развиваться? Мгм. Какие, да, перспективы вообще есть в этой отрасли? Нам хочется масштабироваться, нам хочется выходить на рынок Центральной Азии, как минимум. И на самом деле у меня есть большая мечта, как я себя в будущем вижу. Я, к примеру, очень люблю, очень сильно уважаю своих коллег, которые вот за рубежом, европейские, американские, да, вот как они проводят классные мероприятия, Супербоул, там, Мэтт Гала, к примеру, там, фестивали, модные показы в Париже, в Милане, да, я за ними слежу, изучаю, обожаю, что они делают, я вдохновляюсь ими. И вот у меня есть большая-большая мечта делать такие качественные, такие масштабные, крутые ивенты, события у нас в Кыргызстане. Как вы видите себя через 10 лет? Мгм. Есть ли у вас там стратегия, Мгм. как мы будем идти? Или пока что мы вот осваиваемся в том, что есть? Мгм. Сложно сейчас. Мы вот для себя как решили, у нас есть определенные планы, определенные проекты, запланированные на ближайшие там несколько месяцев. Мы Полгода. пока полгода.
Да, горизонт планирования у нас пока полгода. Мы пока планируем, работаем. Дальше просто смотрим по ситуации, потому что сейчас очень много всего меняется, тренды быстро меняются условия, в которых мы сейчас живем, в которых бизнес вообще в целом Да. может существовать. Поэтому через 10 лет это очень сложно. Пока планируем вот на полгода, отработали, все классно сделали, планируем дальше. А вы сказали, что если я там хорошо большой заказ возьму, то потом я несколько месяцев могу не работать. Да. Да? Вы так делаете? Но мы... Там все равно есть, к примеру, вот декабрь мы отрабатываем, очень много ивентов, очень много сил тратишь, потом нужно восстанавливаться. Наша работа, то есть многие думают, что мы только и делаем, что на каких-то классных мероприятиях ходим, тусим, фотоемся, там со всеми общаемся и так далее, но на самом деле у нас очень энергозатратная работа. Ты в день, там, не знаю, с сотнями людьми переписываешься, общаешься, ты днем и ночью работаешь, там, тебе ночью пишут в чат, там, тебе звонят, да, там, и переживаешь, очень большая вот эта вот тревожность, хоть бы завтра дождя не было, ветра не было, да, то есть это очень такая сфера, где работа нелегкая, ненормальный график. Ты ночные монтажи, там, ночью строишься, днем отрабатываешь, потом ночью демонтаж делаешь, и ты можешь там сутками не спать вообще. И в целом такая работа, но есть и свои плюсы, да, особенно когда ты завершаешь классный ивент, тебе приходят и говорят, что все классно, мы довольны, когда тебе благодарят за классную работу, это все уходит, вот это вся усталость. И у нас бывает, да, особенно январь, мы в январе отдыхаем, мы спим, кушаем, восстанавливаемся, и потом вот с февраля потихоньку начинаем У нас вот в обратно этом работать. году так было. Получилось, да. Так планировали, по идее. Вот в декабре мы очень большой прям объем работы был, мы отработали, и мы такие, все, мы выключаем телефоны, мы никому не отвечаем, мы в январе вот хотим отдохнуть. И перед Новым годом, прям 29-го, с нами связывается одна компания, с которой мы дружим, работаем, и они говорят, вот мы в январе хотим ивент, и мы в середине января хотим ивент, и мы... Не можем отказать. Да? И мы не можем отказать, да, потому что есть заказчики, с которыми мы давно дружим, давно работаем, и в целом... Или если проект интересный, Да. творческий, мы вот говорим, мы устали, нет, нам нужно отдохнуть, а потом бывает, включается, блин, такой интересный проект, давай поработаем. И мы вот потом уехали отдыхать, и 5 января снова начали работать. Но потом, конечно, Да. отдохнули, но в целом у нас такое бывает, что мы думаем, вот мы отработали, точно все, мы устали, а потом какое-то очень интересное, заманчивое предложение, и мы такие, блин, хочется поработать. А есть такое, когда сидите вообще без заказов? Да, ну вот мы месяц во время Орозо Орозо так было, сидели да. вообще без заказов. Вообще без заказов. И Месяц. жили на то, что заработали до этого, да? Да. Да. То Ну, есть- мы, конечно, планировали мероприятия, которые после Орозо, вот сейчас Create4 планировали, к примеру, там у нас в мае модный показ планируется, и его планировали, работали над этим проектом, но вот месяц мы вообще ничего не проводили. Create4 вы организовываете? Мы и первый год, и второй, третий, вот все время, когда вот Всё, что касается проходит визуала. Create4, мы делаем для этого фестиваля визуал. Ну, то есть Площадку. мы оформляем площадку, мы делаем Визуал, мерч, мерч, который, может, вы раздавали или фотозоны, получали. ярмарки, вот эти все мы... Юрты, которые строили сегодня, Шатры, это ярмарки, тоже вы, да? да. Вы связывались, Фотозоны, находили это всё, все. да. Круто, классно. Я сегодня юрту строила, это было очень прикольно, Классно. да. Вот мы вчера там как раз-таки ночью это все готовили. Это ваша идея была, да, юрту Ну, построить мы- все вместе или как? Нет, это не наша идея, мы реализовываем. То есть иногда бывает, что мы там собираемся, придумываем всякие идеи, концепции и так далее. А иногда нам говорят, вот, и мы реализовываем просто М, по-разному. Ну вот, если вы там строили юрту, видели шатры, ярмарку, внутри Да. фотозону, это вот как сцена там выглядела, это вот мы все ночью там делали и ушли. Я видела, да. Браслеты у вас Браслеты, на руке которые у вас на тоже. руках, мы флаг, делали. который у нас на фоне был, да, то есть мы Ага. разрабатывали это все, изготовили, отдали, и потом уже другие люди вот раздавали всем, кто сопричастен к Create4. А если, к примеру, я хочу стать ивентором, Мгм. с чего мне начать? Да, Да. у нас очень молодые, особенно ребята, много к нам обращаются.
говорят, вот можно я просто поработаю, просто помогу, там просто приду, посмотрю. Мне кажется, надо начать вот именно если есть желание большое, в первую очередь, да, если хочешь связать свою жизнь этой сферой, то надо, мне кажется, волонтерить. Я в свое время тоже очень много волонтерил. Мы разные социальные проекты делали, социальные концерты делали, благотворительные, да. То есть я на многих ивентах волонтерил и набирался опыта. Потом как-то вот получилось, что я попал в эту сферу и начал работать. В принципе, везде схема одна и та Одна и же, та да? же, да. Чуть-чуть есть опыта, иди и набирай У нас давай. тоже есть вот своя база волонтеров, именно которая у нашего агентства. И вот ребята приходят, и мы вот прям видим, как они растут. Они Да. пришли вначале, они вот на регистрации немного помогли, потом где-то там помогли, где-то там помогли. И уже через полгода-год они уже... У них есть опыт, они уже понимают какие-то базовые вещи, что нужно в организации учитывать. И потом вот уже можно думать о работе, если это все понравилось. Да, У вас- иногда даже бывает так, что мы их привлекаем на оплачиваемую работу. Они Да. не волонтеры, это полноценный как работник В работает. штате, да? Ну, Ну, не в штате, а взращиваем, вот так можно во сказать. время проекта, к примеру, Да. как фрилансер приходит, работает, мы им оплачиваем. Расскажите, какие минусы работы ивентером? Ивентером. Ну, первое, это, наверное, ненормированный график, Да. самое первое, потому что если есть ивент, и его нужно сделать круто, качественно, возможно, там будет очень много нюансов, и ты будешь там не спать и готовить всю площадку до утра, да. И потом, например, ивент начался, ты, условно, там в 10 ивент начинается, ты до 7 утра готовил площадку всю ночь, поехал домой, принял душ, переоделся, пришел обратно на ивент и дальше работаешь. И это очень сложно физически и ментально очень сложно. Первое — ненормированный график. Второе — это стресс. Это очень достаточно стрессовая работа, потому что ты общаешься с огромным количеством людей, тебе нужно постоянно отвечать на сообщения, и там, условно, чего-то не хватает, быстро решить проблему, да, даже если, например, дедлайны, да, это очень жесткие иногда бывает. И общение с людьми — это тоже очень энергозатратно, люди бывают разные, разного темперамента, разного характера, и нужно вот постоянно со всеми людьми общаться, решать их проблемы. Найти общий язык. Найти общий язык. И третье — это мобильность. Очень важно, например, не обговаривалось, но условно нужен маркер срочно. И нужно этот маркер вот достать быстро, быстро съездить, быстро найти, быстро привести и решить проблему. На ивенте очень много таких мелких моментов, когда нужно что-то очень быстро сделать. А ты делаешь это, будучи там не спавший 2 суток, и это достаточно сложно. А какие плюсы? Плюсов много. Плюсов много, да. Плюсов намного больше. Вот у меня есть знакомая, у нее отец доктор. И он там, получается, очень хороший доктор, который делает разным крутым, там, богатым людям операции, а потом они ему там: живи в Карване бесплатно, на тебе то, это тебе это. А какие у вас такие привилегии есть? Давайте начнем с плюсов, да? Это свободный график, свобода. То есть ты работаешь... То есть вот график работы ивентера — это и минус, и плюс, да? Потому что ты вот ночами не спишь, нормально не ешь, ненормальный график питания, сна и так далее, но в то же время свобода, когда, то есть ты можешь отдыхать, когда у тебя нету заказов, либо ты хочешь отдохнуть, но ты можешь не брать заказы, проекты. А вот здесь вот мне интересно, тогда какие у вас ценности? Если, да, с одной стороны это свобода, а с другой стороны это супер ненормированный график, да, ты не знаешь, ты не можешь даже запланировать, или можешь запланировать? Можешь запланировать, да. Ну, то есть ненормированный график — это когда у тебя много-много проектов и так далее. И это там, вот осень. Да. А в остальное время ты можешь, у тебя всегда есть выбор. Ты можешь отказаться от проекта и отдыхать. Ты можешь взять... не браться, не участвовать в тендере, да. условно. Или не брать там месяц больше 2 заказов или 1 заказа, да, и спокойно это все делать, и спать, отдыхать, и нормально жить.
Вот мне больше например, кушать всякую фигню, да, ну вот, когда ты чем-то занят, ты не можешь спланировать, а что ты будешь кушать. Да. А для меня это ключевое. А какие у вас ценности, которые совпадают с такой, ну, чуть-чуть ненормированной и как будто бы хаотичной работой? Ну, например, наверное, вот можно рассказать. В целом мы тоже приверженцы плюс-минус правильного питания, спорта и здорового образа жизни. И как-то получается пока совмещать. Ну, например, плюс, да, огромный. Мы занимаемся плаванием, и Заман, и я. И, например, мы плаваем условно и освобождаемся в 11 часов только, да. И мы знаем, что до 11 часов мы никакие встречи не назначаем. Если бы мы работали в офисе, у нас такой привилегии вообще не было бы. Нам надо было бы вставать в 7 утра и в 9 быть в офисе, да. А мы знаем, что вот до обеда это наше время, когда у нас плавание, питание и так далее, а потом после 11 мы уже более наполненные, можем назначать встречи до вечера. Или вечером мы условно сейчас ходим на мини-MBA курсы, и мы знаем, что с 6 до 9 это время у нас занято, и мы до 6 должны все встречи назначить. То есть это все-таки про свободу, и это можно совмещать. Конечно, в какие-то дни все слетает, когда большие проекты, понятное дело, и зал слетает, и правильное питание слетает, но опять же мы потом уже это все восстанавливаем. Стараемся, да, но не идеально. Например, у меня было, когда я был молодым достаточно, и когда только начинал, и у тебя очень много сил, энергии, ты горишь этой работой, и ты готов неделями не спать и работать, но это все потом сказывается на здоровье, на состояние, на ментальное состояние. И потом, и вот была у меня такая привычка, в одно время я злоупотреблял большим количеством кофе и энергетиков. Когда ты ночью не спишь, ночные монтажи, очень много употреблял их. И в одно время я понял, что это очень плохо сказывается на моем здоровье. И я перестал. Я отказался от энергетиков, я отказался от кофе совсем. Вот уже 4-й год. И оказывается, можно жить, и без кофе можно жить, и без энергетиков можно жить. Прекрасная вещь. И просто даже пить воду. Ты также не спишь, но пить воду тоже, оказывается, прекрасно. Подстраиваешься, потом работаешь над это можно графиком. совмещать, в общем, да. От какого мероприятия вы кайфанули? Из последних, я сразу в голову пришло, мы делали корпоратив для компании Нортелеком. Ага. И очень, очень интересный и классный был проект, потому что они захотели не приглашать артистов, а сделать артистов из своих сотрудников. Ой, это круто. Мы предложили такую концепцию. Мы предложили, им очень это все понравилось, и в итоге мы из их сотрудников... там был внутренний конкурс, прям как все положено. Кастинги, да, мы отобрали нескольких сотрудников, и мы с ними записывали в студию песни, мы с ними ставили номера, мы шили для каждого костюмы. Номера делали. Номера, да, номер Майкла Джексона был и других, да. И вот это был очень классный такой творческий, очень интересный проект. И, казалось бы, корпоратив, но он был очень интересный, творческий и музыкальный. И в итоге мы с их сотрудниками уже из-за того, что мы эту работу вели 2 месяца прям плотно, в конце с этими сотрудниками уже были, знаете, мы подружились, и по сей день, если где-то в городе видимся, такие, вот прям как с близкими людьми. И в итоге они разыгрывали ценные призы для своих сотрудников, которые выиграли. И вот это было очень здорово, потому что вначале какие-то ребята были очень скромные, стеснительные, в ходе репетиции они раскрывались, и уже на самом корпоративе, как они выступали, у них были подтанцовки, да, то есть все записывались, шоу мы поставили и сделали из каждого номера прям полноценное шоу. И они сами прям кайфанули, говорят, вау, и посмотрели свои видео, говорят, это что, я так выступаю? Это было очень круто. Обалдеть! А сколько там людей было? Людей было... Гостей на корпоративе 650. 650? Обалдеть! А именно участвуешь где-то человек 10, да? Человек 10, которые кастинг прошли и уже выступали на самом корпоративе для всех 650 человек. Коллег. Ого, да. Круто. Это получается, к вам пришли заказчики, вы им предложили звезд сделать из своих сотрудников. Да.
и делали кастинг. Это, получается, вы сами все проводили от Полностью, и до? Да, вот, полностью, да. То есть мы разработали, по каким критериям мы будем их отбирать. Потом они нам они отправляли в Телеграм, высылали свои видео. Мы составили комиссию, мы отобрали, потом вместе с ними ставили номера, привлекли режиссера, постановщика номера и всех нужных специалистов, да, хореографа. И вот мы 2 месяца посвятили вот именно этому проекту, большую часть времени. Вау! И в итоге, да, получился такой праздник музыки. Очень, наверное, душевнее, Да. намного, Намного- нежели кого-то позвать. Намного. Потому что у нас артистов, ты часто видишь. То есть практически на каждой свадьбе можешь видеть там любого артиста, того же номера или слушать одни и те же песни, да. А у нас именно именно придумали концепцию, что мы для них предложили, что вот из ваших... тематика еще была музыкальная. Мы вдохновились Грэмми, музыкальной наградой, и придумали концепцию о Music Awards. Мы еще там... Кайф. У них еще соревнования были, и мы для них вручали еще и статуэтки специальные, там, победитель, 1, 2, ценные призы. Статуэтки тоже мы разрабатывали там в форме И музыкального диска. эти корпоративные мероприятия организовывает HR-отдел, да, и как раз, мне кажется, так и получилось, что они добились именно своего, то есть они сплотили команду, то есть они раскрыли своих сотрудников, они раскрыли своих талантов, и это было очень здорово. И для самих сотрудников им было интереснее смотреть, как выступают их коллеги. То есть это намного интереснее, чем приезжает какой-то артист, которого они, может быть, на 10 тоях видели, да? Да, То есть это по намного телевизору, интереснее, да. И вовлеченности было намного Кайф. больше. На какие мероприятия люди максимально с интересом идут? В зависимости от интересов людей и от вообще формата. То есть, в принципе, на все мероприятия. Сейчас вот, как я уже ранее говорил, очень в тренде, в моде образовательные проекты, где там выступают спикеры, специалисты, и люди получают от них опыт, набираются, то есть опыта, получают новые знания. Вот именно вот такой формат у нас сейчас очень актуальный. Где именно за какой-то либо мотивацией, либо за экспертностью идут. Да. Вот этот формат сейчас очень-очень популярен в Бишкеке. Интересно, да, что вроде как мир идет к тому, чтобы все было онлайн, но после ковида люди стали как будто бы больше ценить да. мероприятия, быть Да. вместе. Нетворкиться, общаться. Онлайн-формат, он тоже классный, да, но все равно людям хочется оффлайн, то есть видеть, смотреть человека вживую, слышать, быть частью этого мероприятия. Это совсем другие эмоции. Да, здесь вот именно про эмоции людям просто хочется. И надо признать, у нас же в Бишкеке, например, не так много куда можно пойти. Развлечения, кино, кафе, да, там. И когда проходят какие-то интересные мероприятия или интересные спикеры приезжают, людям хочется пойти, людям хочется познакомиться, пообщаться, там, я не знаю, контент сделать, да, то есть это очень для людей важно. Вот и эмоции через онлайн, и эмоции через офлайн, они совершенно другие. Поэтому люди очень ценят, и наряжаются, да, людям хочется красиво одеться, куда-то выйти, показаться, погулять. И самое главное, побыть в обществе. И побыть в обществе, да, это очень-очень ценно. А с чем бы хотели закончить, да, какой бы посыл хотели бы дать нашим джаратмановцам? Мне кажется, самое главное заниматься тем, что приносит удовольствие. Это очень-очень важно, потому что если идти там за какими-то другими целями, можно продержаться там полгода-год, а потом уже зачем? Чтобы такого не было. Первое — заниматься тем, что вы любите. Второе — любить то, что вы делаете. И в целом созидать, творить, меньше агрессии, больше тепла, любви и хороших эмоций. Да, на самом деле, вот недавно мы на эту тему разговаривали, думали, и я очень сильно уважаю, очень сильно ценю именно вот джаратманов, людей, которые что-то делают. Хочется создавать, хочется созидать. Мне кажется, вот время креативного Кыргызстана, вот лозунг фестиваля Create Во в этом году очень классный. Мне кажется,
это наше время, время джератманов. И хочется, чтобы больше джератманов было, хочется, чтобы больше креатива было, чтобы вот Кыргызстан, наш народ, наших талантливых, наших гениальных людей весь мир узнал благодаря вот креативу. Классно. У нас сейчас очень благоприятная среда, мне кажется, в Кыргызстане для того, чтобы развиваться, проявляться и сделать так, чтобы о нашем Кыргызстане знали все. Да. Вот, вы были центром культуры какой-то, поэтому давайте дерзаем, делаем и объединяемся, да? Да. Вот так вот. Спасибо, что были. Спасибо вам. Спасибо. Надеюсь, было интересно, информативно. Всем хорошего дня.